Железобетонная визитная карточка Магаса уверенно тянется к солнцу. Объект возвышается над городом уже наполовину своей запланированной по проекту высоты. Идея строительства первой боевой башни в восстановленной столице Ингушетии принадлежит главе республики Юнусбеку Евкурову. Архитекторы рассмотрели предложение и приняли положительную резолюцию. Башня, она есть башня. Где бы мы ее не построили, в городе, в горах, отдельно стоящая или в комплекс, она будет всегда смотреться, насколько данная башня вписывается в общую архитектуру города, уже сегодня видно. Итак, вначале была идея, далее консультации с архитекторами. И когда на повестку был вынесен вопрос финансирования проекта, о себе напомнил спонсор ни одного стратегического начинания Алихан Харсиев. Меценат подхватил идею, связался со специалистами, знающими толк в высотном строительстве. Все этапы возведения смотровой башни спонсор также взял под личный контроль. В Москве он план договор заключить через московский фирм Ника Строй в Москве. Белхижде лак высокоэтажный агар, даже белхижка хажи отсылты амарки. Ебог баболж агарцани баш бабац. Алихан каскастуа уста. Алихан каскастуа, Алихан белхижи хажи боглоры беш узка Алихан. Постоянно под наблюдение ехтхер через интернет, через хабя бог сразу карточки шимел дам лерим беш хват хажи под наблюдение дуат сам хадядат бог бетон даже ачети таят хажи полностью по лабораторный анализ жауш полностью шимел бог спеш. Абуизид Харсиев – человек-оркестр. На объекте ему отведена универсальная, самая ответственная роль. Здесь он, если хотите, живое воплощение финансового вдохновителя всенародного проекта. Работы на всех участках ведут турецкие строители. Трудностей с переводом не возникает. Почему? Да потому что каждый знает свое дело. سؤال حج وأغر بوغ مش حج سؤال حج سؤال نيس بوي خارصة بوي سين خوجة حياق ودعوت سين كذي حم حقيقة صغير ربوش شوريم ستابيلنا شيء بوغ خذ بوغ حبيش كيش مي بولش تن بوغ حبيش بوغش نخبيش محت خارج ساقطة بخلو خولي ده أنو تنخ خلو خنياس بدل يالش كذي غاسك موت خوش باغني قويشت عدايا شو دقة ملبورش كيرش بقرش عدايا شو كات Работа ведется синхронно как по возведению башни, так и по благоустройству прилегающей территории. Наружная заливка бетона в настоящее время на 45-м уровне, внутренняя на 38-м. В Магасской башне будет представлено творчество ингушских художников и мастеров прикладного искусства. Вокруг устроят парковую зону с рестораном национальной кухни и площадкой для главной новогодней елки столицы. Все стороны, участвующие в реализации проекта, четко выполняют взятые на себя обязательства, потому строительство идет без накладок. Материалы закупаются про запас, зарплата рабочим выплачивается в срок. Главная достопримечательность Магаса доверена опытным монтажникам-высотникам. Мы уже строили похожие объекты, например, минареты, купола мечети. Здесь работа продвигается хорошо, стройматериалы поступают вовремя. Подрядчик уделяет объекту должное внимание. До приезда в Ингушетию я работал в Интерстрое в Москве, до этого в Казахстане, в Центре индустриального проектирования. 8 лет трудился в Ливии, 1,5 года в Пакистане. Возрождаем лучшие национальные традиции, возвращаясь к строительству ингушских боевых башен, не оставляя без внимания нуждающиеся в реконструкции уже существующие в Жейрасском районе замковые комплексы. Это призыв председателя правительства Республики Мусы Чилиева. Алихан Харсиев откликнулся. Слово за вами. Председатель правительства об этом говорил. Действительно, хотелось бы, чтобы родовые башни в горной части нашей республики, чтобы каждая фамилия, каждый род восстанавливал свои башни. Их восстанавливают, собираются целые тейпы собираются, чтобы восстановить свои башни. И данную работу действительно надо продолжать. Была у нас у ингушей мечта о собственной столице. Она осуществляется. Потом появилась мечта увидеть Магас с высоты птичьего полета. Берите выше. Мы на отметке 45 метров, а будут все 100. Если Нью-Йорк – город Большого Яблока, то Магас – город Большой Башни.
Ибрахим Цароев, Рамзан Ахильгов, Ильяс Ханиев, Ислам Батаев. Вести Ингушетия.